Вот-вот уже наступят 10 самых важных дней года. И поистине это лучшие 10 дней, первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что нет в году дней лучше и милее Аллаху, в которые человек совершал бы благие деяния, как первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа. На самом деле они благословеннее, чем Рамадан. Самое известное упоминание об этих днях приводится в суре Аль-Фаджр, когда Аллах Субхану ва Тааля говорит: Аллах Субхану ва Тааля сначала клянется фаджром, Он клянется зарей, затем Он клянется этими 10 ночами. Далее Аллах Субхану ва Тааля продолжает. Аллах Субхану ва Тааля клянется в особенности днем жертвоприношения, 10-м днем Зуль-Хиджа, а также Аль-Ватр, то есть нечетным днем, днем Арафа. И Аллах Субхану ва Тааля клянется последней частью ночи. 10 имеется в виду 10 дней Зуль-Хиджа. Лучшие дни года — это 10 дней Зуль-Хиджа, а лучшие ночи года — это последние ночи Рамадана. Некоторые ученые говорили, что 10 дней Зуль-Хиджа превосходят последние 10 ночей и дней Рамадана. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет в году других более священных дней, чем 10 дней Зуль-Хиджа. Поэтому совершайте больше благих деяний перед Аллахом». Аллах Субхану ва Тааля упоминает, что лучшее время в эти 10 дней — аш-шаф'и валь-ватр, то есть четный и нечетный, это 10-й день Зуль-Хиджа, то есть день жертвоприношения. И, конечно же, Аль-Ватр, лучший из 10 дней, лучший день в году, день Арафата. Равно как мы говорим о Рамадане, когда Аллах дает нам возможность, и благие деяния приумножаются, грехи в это время тоже приумножаются. Будьте крайне осторожны и не совершайте того, что может лишить вас награды Аллаха, Субхану ва Тааля, перед тем, как подумать о лучших деяниях. Итак, лучшее, что можно совершить в Зуль-Хиджа, это не грешить. Особенно не причинять никому вреда, о чем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нас отдельно предупредил. Теперь спрашивается, какие же благие деяния нам следует совершать. Одним из лучших деяний, которые можно совершить, это просить прощения у Аллаха. Мы наобещали многое в Рамадан, составили планы, и очевидно, что мы в какой-то мере не выполнили некоторые из них. Зуль-Хиджа не так далеко от Рамадана, и поэтому есть еще возможность нагнать. Поэтому, если вы печалитесь о том, что вы упустили что-то в Рамадан, то это самое лучшее время покаяться перед Аллахом, Субхану ва Тааля. Лучшее время попросить у Аллаха прощения. Лучшее время сказать себе, что ту цель, которую я поставил в Рамадан и не смог осуществить по причине своей слабости, я постараюсь осуществить в Зуль-Хиджа и закрепить ее на этот раз. Если на вашем Коране накопилась пыль, и если вы не открывали приложение Коран с Рамадана, то настало время вернуться к чтению Корана. Вторым благим деянием в эти дни может быть пост. Соблюдение поста является благим деянием в любое время года, но особенно в это время года, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «За пост в день Арафата будет награда от Аллаха, Субхану ва Тааля, и прощение грехов за прошлый и грядущий год». Пост следует соблюдать на 9-й день Зуль-Хиджа, за что вы получите прощение за предыдущий и грядущий год. Третье — это произносить дополнительные зикры, как такбир, Аллаху Акбар, а также ля иляха илляллах и альхамдулиллах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: чаще поминайте в эти 10 дней словами ля иляха илляллах, Аллаху Акбар, альхамдулиллах и субханаллах. Мои братья и сестры, мы должны стараться проявлять благотворительность в эти благословенные дни. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил нам, что нет такого дня, в который Аллах, Субхану ва Тааля, спасает больше душ от адского огня, чем в день Арафа. В этот день Аллах, Субхану ва Тааля, становится ближе к земле, как ему это угодно, и выражает свою щедрость, и обращается к ангелам. Он хвалится ангелам: «Чего желают мои рабы?», выходя с мольбой перед Аллахом, Субхану ва Тааля. Люди взывают к Аллаху, Субхану ва Тааля, на разных языках, и Аллах, Субхану ва Тааля, велит ангелам засвидетельствовать, что Он простил их. Пусть Аллах даст нам всем оказаться среди прощенных. Это день дуа. Что же нам учесть в дуа? В первую очередь, это ат-тауба, покаяние. Именно поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал этот день худшим днем в году для шайтана. В календаре шайтана этот день Арафата отмечен как наиболее унизительный день. Он пытается отдалить вас от Аллаха, а Аллах в этот день приближает вас к себе.
И все признаки воздействия шайтана, все грехи, которыми он вас запятнал, смываются в этот день. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил нас проводить весь этот день, взывая к Аллаху, субхану ва тааля, до захода солнца. До наступления Магриба дорог каждый миг в день Арафата. Какую мольбу лучше произносить на Арафа? В день Арафа пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от Зухра до Магриба непрерывно произносил дуа. И нам неизвестно ничего о его дуа, кроме одного. Субханаллах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: лучшее из того, что я и пророки произносили в этот день, когда Муса, алейхиссалям, стоял перед Аллахом в этот день, когда Ибрахим, алейхиссалям, стоял перед Аллахом в этот день, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стоял перед Аллахом в этот день. Что же они говорили? Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит вся власть на небесах и на земле, вся хвала Ему. Ему подвластна каждая вещь. Постарайтесь произнести это хотя бы 100 раз, би'идниллахи та'аля, в этот самый день. Праздничный день Ид, Зуль-Хиджа, также выделен особым днем поклонения. Он второй по значимости из 10 упомянутых дней. В чем же заключается поклонение в Идуль-Адха, айбада в день жертвоприношения? Во-первых, понятно, что это сам обряд жертвоприношения. Принесение в жертву животного ради Аллаха, раздача части мяса бедным, а части для семьи и близких. Это и есть удхия, или жертвоприношение. Так вот, удхия, согласно некоторым ученым, считается обязательным. Другие считают его желательным. В любом случае, зачем лишать себя такого блага? Каждый мусульманин, который может позволить себе принести в жертву животное, должен предпринять все усилия и принести в жертву животное ради Аллаха и раздать мясо бедным. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что тот, кто принесет в жертву животное, получит награду от Аллаха, субхану ва тааля, за каждый волос этого животного. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал жертвоприношение каждый год в это время. Жертвоприношение совершается после праздничной молитвы 10, 11, 12 или 13 числа. В любой из этих дней можно совершить жертвоприношение. На что следует обратить внимание? Обратите внимание, если вы собираетесь принести в жертву животное, то вам следует воздержаться от подстригания ногтей, стрижки или бритья волос. Воздержитесь в знак уважения Аллаху, субхану ва тааля, на протяжении 10 дней перед обрядом жертвоприношения. Вы должны совершить праздничную молитву. Праздничная молитва является обязательной, а не просто сунной. Она обязательна для каждого мусульманина, мужчины и женщины, на 10-й день Зуль-Хиджа. Поэтому, дорогие братья и сестры, не ограничивайте милости Аллаха по отношению к вам. Не ограничивайте благие деяния, которыми наделил вас Аллах, субхану ва тааля. Приложите максимум усилий в день Арафата в своих мольбах, максимум усилий в эти 10 дней, чтобы восполнить все упущенное в Рамадан, чтением Корана, поминанием Аллаха, максимум усилий в садака. Опять же, каждый в эти 10 дней подавайте милостыню, би'идниллахи та'аля, и побуждайте себя к благотворительности. А после совершите жертвоприношение, если можете. Отпразднуйте вместе с семьей, би'идниллахи та'аля, и с дальними родственниками, или родными и близкими тех, кого вы потеряли. Есть такая проблема. Многие считают, что, проводя время с семьей, мы делаем перерыв в поклонении. В то время как лучшая форма поклонения в этот день – это силатур-рахм – укрепление кровных связей. Вместе с тем, силатур-рахм относится не только к близким родственникам, которые подразумеваются в первую очередь. Родители, если они живы, а если нет, то можете подать милостыню от их имени. Поздравьте их друзей, родных. Это один из видов поклонения, которому нас учил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Укрепление семейных уз с нашими близкими и друзьями тех, кого уже с нами нет. Кого бы ваши родители поздравили, будь они живы в этот праздничный день. Позвоните им и скажите, что вы помните, как ваша мама или отец всегда звонили и поздравляли их с праздником. Отправьте им что-нибудь с пожеланиями. И би'идниллахи та'аля это тоже обернется благом. Я молю, чтобы Аллах принял эти 10 дней от всех нас.